Здравствуйте. Сейчас я стою рядом с председателем Якутской территориальной городской избирательной комиссии. И мы присутствовали сегодня на одном из интереснейших процедур, да, правильно, выдвижения кандидатов. Я хотел бы для начала спросить, что это было и какая это процедура. Сегодня у нас из 11 кандидатов, которые подали документы в избирательную комиссию, один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения. Это Американов Михаил Михайлович. Сегодня в 18 часов истекал срок подачи документов на регистрацию, а это именно подписные листы и необходимое количество подписей для регистрации на должность главы городского округа. У нас 983 подписи. Сегодня Михаил Михайлович принес в комиссию 508 подписей избирателей. У нас сегодня была запланирована процедура случайной выборки, то есть закон определяет, что можно проверять не все подписи избирателей, а не менее 20%. Поэтому решением нашей комиссии было определено, что мы будем проверять 21% от 983 подписей, заявленных для регистрации. Это 207 подписей избирателей. Ну и как раз у нас сегодня была запланирована процедура случайной выборки. То есть вот из всех подписных листов мы должны были выбрать книги, которые подлежат проверке, листы, и набрать вот этих 207 подписей. На эту процедуру у нас приглашаются все заинтересованные кандидаты. И из 11 кандидатов у нас на эту процедуру подошло 3 кандидата. Один из них уже зарегистрированный, Рябченко Евгений Викторович, а также подошли кандидаты, которые выдвинули свои кандидатуры от партии «Гражданская платформа», это Комаров Иван Юрьевич, и от партии «Родина», это Прокопьев Аял Афанасьевич. Они присутствовали на этой процедуре, но эта процедура не была сегодня проведена в связи с тем, что кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижением, было предоставлено меньше необходимого количества подписей. Сейчас состоялась процедура случайной выборки, грубо говоря, она не состоялась, да, и мы решили поговорить с кандидатом в мэры. Сейчас состоялась процедура случайной выборки, грубо говоря, она не состоялась, да, и мы решили поговорить с кандидатом в мэры Михаилом Мерикяном. Как ваша процедура, Михаил Мерикяном? Как ваша процедура не состоялась, потому что подписей не хватило? Но я хочу все-таки поблагодарить, пользуясь случаем, всех тех людей, которые подписали. Был очень короткий период времени. Мы буквально за 4-5 дней собрали очень большое количество подписей. Большое спасибо. Все-таки 513 подписей – это большой результат. Мы в течение последних 5 дней собрали очень большое количество. Большое вам спасибо. И я думаю, что это наша совместная победа. Спасибо. И как дальше, что будете делать, так сказать? Уже кого-то из других кандидатов поддерживать? У нас общественная организация «Сомоокюс». Мы выдвинулись совместно, принимаем решение. Мы буквально тоже в ближайшее время будем обсуждать. Я еще в течение 7 дней решением территориальной избирательной комиссии являюсь кандидатом. Спасибо. Весна – время строительства. Со 2 по 4 марта в СК «Мадун» пройдет межрегиональная выставка «Стройиндустрия Севера», «Энергетика», ЖКХ и ярмарка недвижимости «Жилье для российской семьи». Участники из 15 регионов России и Якутии приглашаем на выставку. Вход свободный. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» неоднократно освещала деятельность общественника, члена партии «Единая Россия», инвалида первой группы по зрению Сергея Петровича Хромова. Он уже не первый год добивается создания медицинского учреждения на 1-м этаже многоэтажного дома в ходе строительства. Примером для Сергея стала стратегия строительства бывшего мэра столицы, а ныне главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. В свое время, в связи с нехваткой в Якутске детских садов и школ, Айсен Сергеевич начал их размещать на первых этажах новостроек. Время показало правильность такого решения, ведь численность населения столицы республики растет. Это пример дома, который я вам предлагаю. Строительной компании АО ДСК. Возводится он за 24 календарных месяца. На 1-м этаже здесь запроектирован изначально соцкульбыт
с хорошими широкими лестницами, входными группами, пандусом для маломобильных граждан. Это очень важно при проектировании, и то, что это сделано. Вот он, у нас в городе, он работает. Хорошие парковочные места, красивый, чистый, удобный, комфортный. В таком доме будет поликлиника в каждом районе нашего города. Если вы собственник земельного участка в городе Якутске, желательно от 40 соток с необходимой зоной застройки, и вы желаете участвовать в проекте «Социальные объекты для столицы Якутии», мы постараемся выкупить ваш участок. Телефон 7914 2 753 111. Пишите в WhatsApp или обращайтесь на сайт Округ ТВ. А на сегодняшний день, Алла Георгиевна, что вообще произошло 28 февраля, запомните. Сегодня в соответствии с требованием закона об общих 131 закона федерального об общих принципах организации местного самоуправления, а также в соответствии с уставом городского округа город Якутск, выборы главы городского округа проходят в порядке прямых выборов. Пока эта норма не изменена, поэтому ровно через месяц, 28 марта 2021 года, у нас состоятся выборы главы городского округа. В настоящее время избирательная комиссия из 11 претендентов на эту должность зарегистрировала 5 кандидатов. Это кандидаты от таких политических партий, как Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР. Также у нас есть кандидат от партии «Дело». Кроме этого, партия «Справедливая Россия» и партии социальной защиты. Двоих мы до этого зарегистрировали, и как раз сегодня днем у нас прошло заседание, где мы зарегистрировали Заболотного Михаила Сергеевича, Обедина Виталия Валерьевича и Федорова Владимира Юрьевича. То есть они уже стали кандидатами зарегистрированными, имеют все права и несут ответственность. Сейчас данные кандидаты все имеют право на что? У нас эти выборы имеют некоторую такую исключительность. Мы проводим выборы по сокращенным срокам. И вообще комиссия после сдачи всех документов, необходимых для выдвижения и регистрации, имеет 7 дней для проверки документов, для проверки подписей избирателей. Но так как у нас выборы проводятся по сокращенным срокам, у нас всего 7 дней для того, чтобы принять решение о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации. У нас некоторые кандидаты подали свои документы 26 и 27 февраля, буквально день-два назад. Поэтому на следующей неделе, начиная с понедельника, мы проверим документы, порядок выдвижения, соответствует ли оно требованиям избирательного законодательства, требованиям федерального закона о политических партиях. И комиссия коллегиально примет решение о регистрации, либо о отказе в регистрации остальным 6 кандидатам из 11. То есть сейчас будет проходить процедура проверки, и только затем мы будем знать, сколько у нас кандидатов. Кто имеет уже право агитировать, а кто еще не вправе что-либо. Конечно, после принятия решения избирательной комиссии о регистрации кандидатов мы узнаем фамилии тех кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень. У кандидатов есть право отзыва своей кандидатуры, то есть если они ее отзовут, они будут исключены из избирательного бюллетеня. На сегодняшний день могу сказать, что 5 кандидатов точно зарегистрированы. Законом период агитационный трактуется несколько иначе, не только с момента регистрации. Если кандидат сдал документы в избирательную комиссию, то есть выдвинул свою кандидатуру, у него уже возникает право на проведение некоторых видов агитации порядком, например, размещение своих буклетов различных, какой-то полиграфической продукции, встречи с избирателями. Например, такой вид агитации, как размещение информации о себе в средствах массовой информации, то есть на печатных площадях, в каких-то телевизионных эфирах, это право у них возникнет только с 8 марта. То есть это не привязано к дате, к моменту регистрации кандидатов, а именно с момента выдвижения. Они уже некоторые права имеют. Наша избирательная комиссия, она отслеживает порядок соблюдения закона о муниципальных выборах в Республике Саха-Якутия. Если кандидаты нарушают, либо
ну, что они могут нарушать, сроки размещения материалов, да, либо содержание, либо распространение своих агитационных материалов. В этом смысле, конечно, мы стоим на страже закона и предупреждаем кандидатов о недопустимости нарушения закона, либо принимаем меры о том, чтобы не распространялись данные материалы. Вы так меня удивили, я хотел бы поздравить с наступающим женским днем, так как я понимаю, 8 марта вы будете работать в любом случае. Да. А вообще можно будет потом рассказать об избирательных участках и так далее. Да, и так да, далее. конечно. Ну, в нашем городе в настоящий момент число избирателей у нас от выборов к выборам очень сильно увеличивается. В настоящий момент в городе Якутске зарегистрировано на 1 января 2021 года 196 436 избирателей. И количество избирательных участков у нас увеличилось на 4. Сейчас у нас 118 избирательных участков в городе Якутске. Ну, они откроют двери для избирателей 20 марта. Ну и хотелось бы напомнить нашим избирателям, что решением нашей комиссии выборы, вернее не выборы, а голосование у нас пройдет в течение 3 дней подряд. Это в пятницу, субботу, воскресенье, то есть с 26 марта, 27, 28 марта можно подойти на свои избирательные участки с 8 часов утра до 20 часов вечера и проголосовать. Мы считаем, что этим мы только расширили избирательные права избирателей, потому что если бы мы не приняли эту норму, у нас бы в соответствии с законом о муниципальных выборах у нас бы применялась такая форма голосования, как досрочное голосование до дня голосования, ну и потом голосование в день голосования. Но досрочное голосование возможно только при наличии уважительной причины на это, то есть если человек уезжает в командировку, в отпуск, исполняет какие-то свои государственные, общественные обязанности, а то, что мы приняли голосование в течение 3 дней подряд, позволяет избирателям без наличия какой-либо уважительной причины явиться на свой избирательный участок и проголосовать не только в воскресный день, но и в пятницу, и в субботу. Кроме этого, возможно голосовать и вне помещения. То есть, если бы мы руководствовались обычными нормами, то есть голосовали только бы в воскресный день, то и голосование вне помещения, голосование на дому было бы возможно только в воскресный день. А так люди уже могут с 20 числа заявлять свои избирательные комиссии, подавать заявки, и избирательная комиссия, начиная с пятницы, с 26 числа уже может выезжать на дом, и люди могут голосовать. Мы считаем, что это расширяет права избирателей и предоставляет им большие возможности, нежели голосование в один день воскресный. Спасибо за интервью и, наверное, до скорой встречи. Мы будем вас держать в курсе событий. До свидания.